Угадайте, где я стою. Да, вот он. Давай на меня. Давай. Нет, не туда. Ладно, ребята, это заключительное место. Это Пусан Тауэр. Здесь поднимемся тоже наверх и будем смотреть на весь город. Я уверен, сегодня будет замечательный вид. Почему? Потому что, вы заметили, я приехал в дневное время, не вечером. Так что в темноте было ничего не увидеть. А сейчас мы насладимся просто красотой. Вот мы и на месте. Мы должны залезть вот туда. Вы готовы, друзья? Я готов. Погнали. Ну что, друзья, давайте попробуем залезть туда. Пока не стемнело, у нас остается где-то час. Сейчас уже стемнеет. Очень быстро темнеет, ребята, очень. Это заключительное место, друзья. И на этом все, наша поездочка заканчивается. Завтра вечером улетаем. Вот такая красота нас сейчас ждет. Главное, чтобы не успело стемнеть. Будет темно, ничего мы с вами не увидим. Опять отражение будет на окнах. Ну и это. Просто лампочки будут. То, что мы с вами уже видели. Билет, я так понял, стоит сколько там? 8000 вон, да? Ну что, друзья, 8000 вон стоит. Купил я билет. Вот мы и застыли, опять очередь большая. 전망대까지 약 45초 소요되었고요. 내려가는 엘리베이터는 한 층 아래에서 탑승해주세요. You can take the elevator one floor downstairs. 감사합니다. 즐거운 관람하세요. Пришли. Ребята, вот и пришли. Вот красота. Вот, я об этом и говорил вам, друзья. Лучше в дневное время приходить, чем ночью, вечером. Потому что отсвечивает лампы, и ничего не видно, да? А вот видите, смотрите, какая красота, все видно. Я об этом вам говорил, ребят. Ну все, теперь наслаждайтесь красотой. Я сейчас для вас буду снимать обзор. Вот Бруклинский мост, видите, спереди. Красота и только. Все, друзья, вы насладились красотой, это все для вас. Надеюсь, вы все довольны, как и я. Красота, смотрите на мост.
Вау. Вот это кайф, ребята. Это что такое? Классно. Классно, классно. Мне нравится. Этот напоминает фильм «История Брюс Ли», да? Или как там? Он с зеркалами там же дерется. Сам с собой, со своими страхами. То же самое. Ладно. Сколько нас здесь? Кайф. Так, следующее место. Опа, тоже по красоте что-то интересное. Здорово. Корейцы вообще молодцы, да, умеют бизнес делать. Учитесь, ребята, вот так надо делать. А то у нас, блин, вообще же халтура какая-то в Якутске. В Якутии в целом. Не, я ничего не против, конечно, но сфера развлечений у нас вообще хромает, это 100%. Даже вот таких элементарных интерактивных вещей вообще нету. Так, смотрим на улице, уже темнеет. Мы успели посмотреть, полюбоваться Пусаном в дневное время суток. Надеюсь, вам понравилось. Да что надеяться, вам по-любому понравилось. Все же на халяву смотрите. Все ради вас, ребята. Ага, романтичный бакустик. Фотка с рынком. Ладно. Ждем лифт и домой. Я устал. 4 дня по 20 километров ходил, снимался с утра до вечера. Представляете? Вообще без единого перерыва. Все ради вас, ради контента. Вот так вот бывает в жизни. Ну что, друзья, как вам Южная Корея? А именно Пусан. Сеул вы уже видели. По-любому Сеул понравился. А Пусан, я думаю, Пусан также вам понравился, так же, как и мне. Мне эти два города очень сильно понравились. И вообще, в целом, страна тоже очень понравилась. Когда на поезде ехал из Сеула в Пусан, наблюдал за другими городами, селами Южной Кореи. И любовался, и в целом только положительные эмоции у меня, впечатления остались. Спасибо большое, что были со мной, но мы не прощаемся. Впереди нас ждут небольшие тоже видяшки и путь домой в аэропорт завтра. Все. I see a sky with a reindeer car, but I'm not running. I see a train moving all too fast, but I'm not leaving. And you go round and round and round, and you cannot see. I'll be right behind you, a hawk in the tree. You look so beautiful today, and how the game is changing. Just like a stranger, silent.
В общем, друзья, вышел на своем метро. Думаю, домой пойду-ка, отдохну. Но думаю такой, дай-ка я дорогу перейду. И что в итоге? Перешел, а тут такая движуха. Такая движуха, и столько здесь магазинов, бутиков всяких известных брендов. В общем, и народу здесь много. Удивительно. Прикол, ребят. Поэтому что? Почаще смотрите на карту, почаще изучайте места. И не будете попадать, как я, в такие сюрпризные места. Ну, приятно, приятно. Домой пойду скоро, отдохну и вечером выйду сюда погулять. Now listen up, I'm gonna show you this beautiful coin. Друзья, мы находимся в самом популярном пешеходном месте, это Beef Square, да. Здесь расположены самые крутые магазины, самые популярные бутики всякие, всех брендов и так далее. Но, кроме этого, еще здесь находится уличная еда, в общем, рестораны, кафешки, всевозможные, в общем, чудо. Смотрите, вот мы пройдем с вами, пробежимся, я снимаю все абсолютно без всяких стадикамов, поэтому если трясется камера, вы меня простите, пожалуйста. Все это как есть, видите сами глазами. Смотрите, разнообразие всего. А пахнет здесь просто сумасшедший запах. Так, ладно. Так, мы куда двинем-то сейчас? В какую сторону? Давайте. Ладно, мы в ту сторону не будем, там еда, а у нас впереди здесь еще много всего интересного. Давайте пройдем, посмотрим. Здесь очень оживленно, очень много народу. Просто ужас. Это, как сказать-то, это конец света для интроверта. Классно. Движуха такая, будто, знаете, мне напоминает это как чемпионат мира в Москве, когда целые улицы были забиты людьми, столько людей. То же самое здесь происходит. Смотрите, сколько здесь обилия людей. Просто жуть. Все что-то делают. Кто-то кушает, кто-то что-то покупает. Пройдемся, погуляем. Все. Даже без стадикама, когда я снимаю, наоборот, для вас это большой плюс. Почему? Потому что в движении будет динамично все смотреться. Обалдеть, я даже не знаю, куда двинуть, ребята. Да двигайся, Коля, просто туда, куда глаза глядят. В общем, друзья, мне это место напоминает, что в голову приходит, это в Сеуле. Помните, были мы в месте, где тоже различные бутики, бренды, косметика там находилась, да? Вот. Мне это место напоминает, но здесь, замечу, оно еще больше, более широкая улица, людей больше, мне кажется, там, по-моему, меньше было. И концентрация вот различных магазинов, бутиков просто зашкаливает. Там я не помню, чтобы столько магазинов было, как в Пусане. Здесь просто смотрите молча сами. Это просто жесть. Просто дичь. Столько людей. На повседневной жизни столько людей нету, как здесь, в этом месте. Я просто в шоке. Здесь царит такой дух, знаете, праздника, что ли. Вообще жизнь. Это прям как аллея звезд. Здесь актеры и так далее. Свои отпечатки. Не отпечатки, а руки сделали реальные.
Прикольно, да? Все, погнали. Очень удобно здесь мы кушаем. В общем, я спустился к поездам, наконец-то. Знаете, тут прикол был, я подошел к терминалам, я же через терминал оплачиваю. И приколюха случилась, что вообще прямых рейсов нету до аэропорта, ничего. И через Сеул придется ехать. Но в Сеул все билеты раскуплены были, абсолютно. Ни через терминал, ни через кассу самых ближайших часов вообще не было. И я же айтишник, короче, мы начали там, я попросил работника нафлудить на терминале. В общем, говорил, нажимай рефреш, и там какое-нибудь место появится. Я сам параллельно на втором терминале то же самое нажимал. И в итоге что? Он впервые нашел обновленное место на 12 часов, которое 13 минут осталось, ребята. Вот, в общем, он нафлудил, и я нафлудил. И он поймал впервые один освободившийся билет. Да, такое бывает, возвратные билеты, видимо. И вот еле как последний билет я раздобыл и иду. Так что все окей, сейчас до Сеула 2,5 часа ехать, оттуда еще на поезде. Но скорее всего, раз я в Сеул приеду, то буду тусоваться в Сеуле. Что мне там в аэропорту делать? У меня вылет 12:40 или 12:50 где-то ночью. Соответственно, лучше погуляю по Сеулу немного. Ну все как-то так. На этот раз уже сижу без напротив сидящих людей. То есть, ну как обычно, наперед. Все окей, успели. Осталось 8 минут до выезда. До встречи в Сеуле. В общем, друзья, доехал до станции Сеульской, то есть вокзала, ЖД вокзала. Сейчас я иду. Просто думаю, куда мне пойти еще, где я в Сеуле не был. У меня на часах уже 2:56, то есть у меня максимум форы есть 7 часов, чтобы потусоваться в Сеуле. Буду сейчас думать, в каких местах я еще не успел потусоваться в прошлый раз в Сеуле. Поэтому сегодня, возможно, куда-нибудь схожу, посмотрю, поснимаю. Вот. А так, я сейчас еще предварительно хочу взять билет на ЖД, чтобы до аэропорта доехать заранее, чтобы не профукать потом. Ну все, давайте, друзья, еще выйду на связь. В общем, можно оплату сделать в кассе, как обычно, да, на поезда. Но я же через кассу не плачу, как современный человек, пользуюсь только терминалами. Соответственно, на Экспресс тоже есть свой терминал. Так что я выбрал уже свой рейс вечером. У меня сумма вышла 9,5. Поэтому сейчас оплачиваю и погнали. Все. Заранее покупаю билет, скажем так. Вот такой же билет, как в метро. Я так понял, он еще депозит, да, сделает? Ну все, поехали, друзья. Кататься по Сеулу, погуляем. Где еще не был, там и будем. Оставил багаж свой, точнее свой рюкзак. Здесь они работают до 20:30. Есть время потусоваться, потом подойти забрать багаж и повернуть налево и поехать до аэропорта. Что ж, пошли гулять, спускаемся в метро. Кстати, к сведению, багаж у меня, рюкзак маленький получился, 3000 вон, совсем копейки. На 4 часа взял, как раз до вечера. Друзья, перед тем, как вылететь
из Кореи обратно на родину. И у меня есть пару часов, чтобы снять еще одно интересное место в Сеуле. А что за место? Это место самый длинный мост, фонтан в мире. Еще раз повторяю, в мире, а не только в Южной Корее. Длина этого моста составляет 1 километр 140 метров. Как раз сейчас темнеет, и есть шанс все увидеть своими глазами со светомузыкой. Поэтому давайте идем, скоро дойдем, посмотрим. Иду по какому-то интересному месту. Дома здесь такие высокие, красивые. Да, вообще в целом. В общем, друзья, мы на месте, но, как видим, еще темноты нету. Фонтаны поющие не работают, соответственно. А мне нужно уже бежать в аэропорт. К сожалению, пока только так. Те, кто здесь будет, приезжайте сюда вечером на кемпинг, отдохнете. Парк очень прикольный. И уверен, тут красота будет очень классная. Вот. На этом все точно, все. Моя тусовка по Южной Корее заканчивается. К сожалению. Но в целом мне страна очень сильно понравилась. Страна классная. Жители очень добрые, отзывчивые. И, в общем, я к скольки людям-то обратился за помощью-то первые дни. Да не только первые дни, потом еще в Пусане обращался. В общем, все люди, никто из них ничего не отказал мне. 2 из них вообще даже сопровождали. Нет, 3 сопровождали, да. 1 до ближайшего обменника, exchange, а 2 там до метро станции. Короче, я первый день тупил из-за этого. Кстати, вот третий человек, это девушка оказалась, которая меня до ближайшего обменника путь показала, прям сопроводила, чтобы я не потерялся. Вот. Она на меня подписана, и на мой канал, скорее всего, тоже подпишется. Поэтому thank you. Вот. Что еще там? Я доволен. Все. Здесь должна быть какая-нибудь музыка под конец. Oh my child, I know you're hurt and you can't let go. It's not your fault and you don't deserve all the bad and the hurt. I know you tried so hard. I know you've done your part. It's not fair. You did your time. How much longer will you suffer in this life? But don't give up. Just hold on tight. It'll be alright. All your life you've tried to be a good man inside. Did everything that you thought you should. Доволен. Did it seem to do you any good? Все. Сели. Я 11 на весь день. Зато удобно будет спать. I know you've tried so hard. I know you've done your part. It's not fair. You did your time. How much longer will you suffer in this life? But don't give up. Just hold on tight. It'll be alright. I
международной авиакомпании «Якутия» будем рады вновь видеть вас на борту наших воздушных судов. Желаем вам всего доброго.